Чеченская Республика и Республика Дагестан. Воу, дорогие друзья, дождались мы полной луны на небе. А помнится, в начале этой прямой телетрансляции я вам говорил: доброе солнечное утро, дорогие друзья. Ну что, теперь добрый вечер. Дуэль. Честно сказать, да. Вот команда Дагестана уже выстраивается. И команда Чеченской Республики вон не первый, да, а четвертый. Четвертый в середине у нас Чингиз Магушков. Здесь же Адам Китляев. Один из главных, я так думаю, героев этого сегодняшнего праздника. Ну, во-первых, толкнуть одной рукой гирю в 95 килограмм далеко не каждый сможет. А вы видели, что Адам Китляев, как тренер, воспитал, ну, как минимум двух победителей вот этого фестиваля. И даже вы опять же видели, как один из учеников вот просто взял, снял медаль золотую с шеи и подарил, отдал ее своему тренеру Адаму Китляеву. Ну, Асланбек Идиев там мелькнул. Да, хорошая спортивная компания здесь у нас подобралась. Ну, Чечня против Дагестана. Местами поменялись. Смотрите, вот, ну, вроде бы уже все ясно, да. Сборная Чеченской Республики выиграла эти соревнования в общекомандном зачете. Но надо же выиграть не вообще, а в частности. Да еще у таких принципиальных соперников, как команда Дагестана. Да. Вот будет заруба. Какое выражение лица. Напомню, кто сейчас будет перетягивать канат в команде Чеченской Республики. Итак, Салман Магомадов, Магомед Дадлаев, Турпал Али Касумов, Магомед Уцаев, Чингиз Магушков, Магомед Салах Идильханов, Аликат Джамалов. Ну что, у Дагестана нет шансов вообще. Вот так. Я еще не успел перечислить всех 8 богатырей, которые входят в состав команды Чеченской Республики, как они уже дотащили дагестанцев до нужной точки. Вот так. Вот это круто. Вот это красиво. Да, как говорится, побеждать так на всех фронтах. Ну, на всех... Давайте, ребята, поддерживайте. Вы видели, какие, в общем-то, сильные соперники дагестанцы. Да, и то они, что называется, не сдюжили против команды Чеченской Республики. Настолько сильно они дернули. Но это, наверное, самый колоритный участник команды. Да, вот если посмотреть вот в лицо такому силачу, я не знаю, я бы, может, хотя нет. Не, я бы тоже боролся до последнего, как сборная команда Дагестана. Они все-таки упирались. Недолго, но упирались. Итак, вторая попытка. У Дагестана есть шанс. Есть шанс хоть как-то отыграться. Но получится ли у них? Борьба, конечно, сейчас уже, я смотрю, поупорнее. И вот тут кто выдержит, кто пересилит. Ну что, и пошла вперед чеченская команда. Точнее, нет, вперед пошли дагестанцы, которые тащат
Сборная команда Чечни. Смотрите, Асланбек Идиев как поддерживает своих земляков. Даже уже выбежал там на дорожку Асланбек. И не зря, наверное, он это сделал, потому что чеченская команда снова победила, снова переиграла. Ну что? Да нет, все нормально. Ну вот, Чеченская Республика, победитель сегодняшних Кавказских игр. Да, ну вот после такого супер противостояния, там пожали, конечно, соперники друг другу руки. Чечня против Алании, Северной Осетии. Ну, здесь, я думаю, победителя предсказывать нет никакой надобности. Мы видели, что, ну, команда из Северной Осетии такая не шибко мощная, но оказалась она к тому же еще и не жилистая. Я думаю, что без труда чеченская сборная расправится со своими соперниками. Ну вот так с улыбками обмениваются рукопожатиями чеченцы и представители Северной Осетии. Еще раз напомню состав чеченской команды, если кто не слышал. Итак, в команде Салман Магомадов, Магомед Далдаев, Турпал Касумов, Магомед Уцаев, Чингиз Магушков, Магомед Салах, Эдильханов, Алихат Джамалов. Ну вот такие улыбчивые представители Северной Осетии. Я думаю, что можно в полноги чеченским богатырям сейчас напрягаться, все равно победа будет у них. Тут к гадалке ходить не надо. Ну, хотя я не знаю, но вдруг вот так вот упрутся вот представители Северной Осетии, и все, и никак. Хотя и лично я в это не верю, я думаю, что и вы тоже, дорогие друзья. Да и сами представители Северной Осетии в это тоже верят с трудом. Очень быстро, можно сказать, мгновенно. Хотя я смотрю, там и Адам Китляев, и Асланбек Идиев что-то там, ну, не то чтобы выговаривают команде богатырей Чеченской Республики, но как-то показывает, что, наверное, надо было немножко тактически по-другому провести вот эту борьбу. Вот смотрите, там упали чеченцы, но все-таки вытянули своего соперника. Вторая попытка. Ну вот теперь спокойно. Кто-то из команды Чечни даже одной рукой там тащил этот канат. Ну и вот такие дружелюбные, улыбчивые представители Северной Осетии. Ну что, ну проиграли. Что ж делать? Как же можно вот таким здоровым дядькам-то не проиграть? Хотя, в общем-то, в последних двух попытках они не очень-то и напрягались. Но мышцы, наверное, привести в порядок все равно нужно.
Тем более, что команде из Чеченской Республики предстоит финальная схватка со сборной Кабардино-Балкарии. С противником очень сильным, очень неуступчивым. Это будет действительно замечательный поединок. Итак, еще раз назову тех, кто будет отстаивать честь Чечни в перетягивании каната. Салман Магомадов, Магомед Далдаев, Турпалали Касумов, Магомед Утсаев, Чингиз Магушков, Магомед Салах Идильханов, Алихат Джамалов. Да, зрители встали на трибунах. Смотрите, как активно поддерживают и ту, и другую команду. Вот уж действительно, пусть там уже распределены медали в общекомандном зачете, но здесь тоже нужно добиться весомой победы. Обязательно, все непременно. Асланбек Идиев успел даже там плечи помассировать кому-то из сборной Чеченской Республики. Вот так он готовит штангистов перед решающей попыткой. Друзья, пожалуйста, не мешайте. Идет финальная схватка. Будьте любезны. 2 шага назад. Благодарю вас за понимание, дорогие друзья. Да, ну вот всех как-то сумели оттереть там от беговой дорожки, на которой как раз и происходит вот эта финальная схватка сборной Кабардино-Балкарии и сборной Чеченской Республики. Перетягивание каната, последний из 12 видов спорта фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Грозном на стадионе имени Султана Велимханова. Сейчас определится последний победитель этого фестиваля. Фальстарт, что ли? Да, фальстарты, оказывается, бывает и в перетягивании каната, дорогие друзья. Ну, поехали.
неужели? Смотрите. И команда Чеченской Республики выигрывает первую попытку. Выигрывает с запасом, если можно так сказать. Я, в общем-то, думал, что борьба будет поупорнее. Нет, у Кабардино-Балкарии на сей раз не получилось упереться. Только в начале, немножко. Ну а затем сборная Чеченской Республики взяла, что называется, свое. Смотрим еще раз. Вот с этой точки. Смотрите, вот сразу захватили инициативу. Вот здесь вот небольшое торможение было, и после этого сборная Чеченской Республики перетянула таки соперников на свою половину. Нет проблем. Вторая попытка. Ну, будет ли она такой успешной для сборной Чеченской Республики, сейчас мы посмотрим. Спасибо. Но я думаю, что парни готовы к великим свершениям. Ну что, чем там недовольна команда Кабардино-Балкария? Смотрю, вот сборная Чечни более сконцентрирована исключительно на борьбу. Ну, кабардинцы и балкарцы, наверное, тоже будут сопротивляться. Ну как, ровно стоит канат. Еще немножко, еще. Поехали! Да. Соревноваться с этими ребятами невозможно. Невозможно! Адам Китляев, Асланбек Идиев, которые были рядом с командой, откровенно ликуют. Итак, последнее золото фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Грозный 2014 выиграла сборная Чеченской Республики в перетягивании каната. Выиграла очень уверенно, в финале переиграв команду Кабардино-Балкарии. Ну вот мне обещают разговор с Чингизом Магушковым. Я очень даже не против. Очень. Ага, вот Чингиз пошел, судя по всему, к тому месту, где расположена наша гарнитура, которую сейчас вот на Чингиза наденут, и мы с ним поговорим, как же он вообще оказался вот в этой команде по перетягиванию каната. Ну и еще раз вы видите, как красиво переиграли своих соперников. Ну, в кавычках, так сказать, чеченские бурлаки. Чингиз. Ага, и ну что, лезгинка, все нормально. Это очень даже вовремя, это очень даже хорошо. Это то, что нужно в конце такого феерического дня, когда команда Чеченской Республики, вот по моим подсчетам, победила ровно в половине видов спорта. Это я еще не беру стрельбу из лука. Вдруг там тоже чеченская команда была первой. Не успели мне донести этот протокол. И я так думаю, что не будет у нас особой возможности поговорить с Чингизом Магушковым, потому что вряд ли мы друг друга услышим, потому что все танцуют лезгинку. Все, кто хочет. Все, кто может после таких соревнований. Вот смотрите, да. Чингизстан на поле.
очередная чеченская команда празднует победу. Но там были, в общем-то, и личные победы, и командные. Последняя была командной.